Организация исламского сотрудничества высоко оценила усилия Китая, совершающего геноцид уйгуров в Восточном Туркестане. Делегация, приглашенная Китаем в заранее определенные места и с заранее согласованными лицами, не обнаружила признаков геноцида уйгуров и пыталась оправдать кровавый Китай. ОИС, нарушая принципы защиты прав, достоинства религиозной и культурной самобытности мусульманских общин и меньшинств в государствах, не являющихся членами, проигнорировала права уйгурских мусульман. Китайская евразийская выставка товаров 2023 года стартовала в центральном городе Урумчи 18 августа. Как передает Китайское международное радио, секретариат Китайской евразийской выставки был организован совместным управлением по развитию внешней торговли Министерства торговли Китая, а основная тема выставки, которая продлится 5 дней, была определена как популяризация духа шелкового пути, укрепление евразийского делового сотрудничества. В рамках выставки был проведен ряд мероприятий, в том числе форум «Горы Бога», семинар по развитию промышленности и торговли шелкового пути, форум развития аналитического центра Ассоциации экономического бизнеса Туркестана Центральная Азия. Коммунистический режим Китая с одной стороны отправляет жителей Восточного Туркестана в концлагеря, а с другой переводит тысячи людей в Китай, заставляя их работать за низкую заработную плату. Кроме того, Пекин переселяет китайцев в Восточный Туркестан, выделяя им высокую заработную плату, бесплатное жилье и конфискованные земли для сельского хозяйства. В отчете Австралийского института стратегической политики показано, что 83 всемирно известных западных бренда извлекли выгоду из принудительного труда уйгуров в своих цепочках поставок. Молодежный лагерь, организованный движением «Новое поколение Восточного Туркестана», открылся в Манисе. В программе открытия лагеря приняли участие более 120 молодых талантов из Восточного Туркестана, а также важные гости из Министерства молодежи и спорта. Кроме того, состоялся традиционный футбольный шестой турнир, который начался на прошлой неделе и был проведен Ассоциацией спорта и развития Восточного Туркестана в спортивном комплексе Нихат-Мюджер в районе Кючук-Чекменже в Стамбуле. Футбольные соревнования Кубок Ура были успешно завершены 18 августа. Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кишида и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль провели трехсторонний саммит на территории Кэмп-Дэвида в американском штате Мэриленд. В ходе встречи лидеры обсудили региональные и международные вопросы, в том числе растущее военное присутствие Китая в море, российскую попытку вторжения в Украину и программу Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, а также провели совместную пресс-конференцию после саммита. В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно предприняло серьезные дипломатические попытки в отношении этих стран в связи с дискредитирующей и оскорбительной риторикой лидеров США, Японии и Южной Кореи в отношении Тайваня и Китая по морским вопросам на встрече в Кэмп-Дэвиде. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном. Заявив, что Пекин прилагает усилия для продвижения основных интересов двух стран, Ван И сказал, что китайско-иранские отношения были выведены на новый уровень. Министр иностранных дел Ирана Эмир Абдуллахиян в свою очередь заявил, что страна придает большое значение развитию стратегического партнерства с Китаем и с нетерпением ждет углубления сотрудничества. Северная Корея предупредила, что тесные военные связи США с Южной Кореей приближают регион к ядерной войне. Государственное центральное информационное агентство Кореи утверждало, что 11-дневные американо-южнокорейские учения были репетицией настоящей войны за вторжение на север и заявило, что учения становятся все более примечательными.